Ассаламу алейкум, дорогие братья и сестры, рад вас всех приветствовать на нашем канале. Ребят, недавно Хабиб Нурмагомедов высказался о Афганистане. На одной пресс-конференции у Хабиба Нурмагомедова журналист задал вопрос про Афганистан, на который он ответил вот так. Про сегодняшнюю ситуацию в Афганистане, насколько вас это шокирует? А ты какое отношение имеешь к Афганистану? Я никакое, просто... Я тоже никакого отношения туда не имею. После этого ответа в соцсетях и везде на Хабиба просто обрушилась масса негативного хейта, ребят. И сегодня он на своей новой пресс-конференции, также у него журналист спросил о той ситуации, которая была на первой пресс-конференции, на которой он извинился перед афганскими братьями и вот сказал такие слова, давайте послушаем. И продолжая тему хайпа, Хабиб, тебе вопрос. На последней пресс-конференции был вопрос про Афганистан. Ты очень резко отреагировал на него. Объясни, почему у тебя была такая реакция и говорил, может быть, с тех пор свой взгляд на эту тему. Ну, смотрите, реакция была на то, что я просто не хотел политические моменты комментировать. Да, конечно, реакцию я получил бурную от моих болельщиков, так скажем, от афганцев. Я думаю, что единственное, я вот там пересмотрел свой ответ. Я думаю, что там было не то, что за 1000 комментов творится, это меня не касается, и тебя не касается того, кто меня спрашивал. Вообще с самим афганским народом есть отношения. С 2012 года я нахожусь в Сан-Хосе, вы сами знаете, это в Калифорнии, а там есть город Фримонт. Там находится 150 000 семей. Живут, это самое большое комьюнити за пределами Афганистана. У меня очень близкие отношения, разные люди, есть люди, которые работают на Google, Apple, есть спортсмены, есть бойцы UFC, есть там, я не знаю, там владельцы там ресторанов, там имамы мечетей. Ну, с кем мне приходится контактировать, общаться. И у меня очень много друзей, близких людей с Афганистана. Я думаю, что они неправильно меня поняли, что я сказал, что меня как-то не касается. Я имел в виду политическую обстановку, не хочу комментировать. И надеюсь, что простят, если на самом деле я их чем-то обидел, хотел бы принести извинения тоже. Я считаю, что мне не стыдно перед ними извиняться. Любой человек может сделать ошибку, но когда я это говорю, у меня вообще все по-другому было в голове. У меня не было, что то, что их постигает там, и так далее. Я просто не хотел комментировать политическую обстановку.